Добрый вечер. В эфире новости Осетии и главные события к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Чтобы сохранить вот эти кровнородственные связи, чтобы не рушились привязанности между матерью и ребенком. Новый старт. В Северной Осетии открылось кризисное отделение для мам с детьми. Проект дает шанс начать жизнь с чистого листа в безопасности и без лишних трудностей. Даже если я ошибусь, это будет прецедент для того, чтобы лучше запомнить эти новые слова, которые я мог не знать. Глобальный диктант на осетинском языке собрал рекордное число участников. Текст посвятили теме семьи. О трудностях написания и количестве человек, принявших участие в акции, смотрите в выпуске. Захотелось, чтобы дети видели, что в них верят. Сегодня во Владикавказе российская спортсменка Елизавета Шанаева провела мастер-класс по фигурному катанию для местных ребят. Сколько человек приняли участие в тренировке? Активизировать работу по размещению дополнительных мусорных контейнеров в районах республики. Такое поручение дал премьер Борис Джанаев Майрану Тамаеву на совещании с Кабмином. В этом году планируют обустроить более 130 специальных площадок на 500 новых контейнеров, которые предстоит закупить. А Комитету дорожной инфраструктуры в постоянном режиме необходимо мониторить процесс восстановления моста в Нагире. Эту важную дорожную артерию очень ждут жители республики. Сейчас там полным ходом идут строительные работы. Что касается сферы здравоохранения, в республике появятся специальные палаты для инвалидов-колясочников. В РКБ уже ремонтируют помещения. Скоро приступят к работам и в больнице скорой медицинской помощи. В ночь на 9 мая во Дворце культуры селения Фарн произошел сильный пожар. В результате здание практически превратилось в груду обгоревших руин. Сильно пострадал актовый зал. Там обрушилась крыша, сгорели сцена, кресла и оборудование. После капремонта Дворец культуры возродили всего 5 лет назад, а теперь объекту вновь предстоит масштабная реконструкция. Подробности в сюжете Залины Калмановой. Первые кадры с места происшествия. 9 мая около половины 4 утра. Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать пожар в Доме культуры селения Фарн. Но пламя распространяется слишком быстро. За короткое время огонь охватывает весь актовый зал. Вот так сейчас выглядит актовый зал Дворца культуры. Это помещение пострадало больше всего. Пожар полностью уничтожил крышу, стулья, не уцелело даже сценическое оборудование. Все, что осталось сейчас, это сгоревшие вещи, обломки и запах гари. К счастью, в это время в помещении не было людей. Специалистам удалось спасти лишь административную часть здания. Уцелели костюмерный и архив Дома культуры. Все обстоятельства произошедшего еще выясняют. Но по предварительным данным причиной могло стать короткое замыкание. Как раз накануне на Фарн обрушился мощный ураганный ветер и град. По словам главы села Заура Галуева, возможно, именно он повредил проводку. Я вообще за свои года, что живу, я такого града, вот как куриное яйцо, град был такой, и ветер сумасшедший, ураганный был. И, наверное, вот крышу часть подняло, и где там защита или электрические провода шли, что-то затопило, и, наверное, короткое замыкание было. И вот за счет этого и начался, наверное, ночью пожар. У Дворца культуры большая история. Здание всегда было местом притяжения для местных. Около 20 лет оно пустовало, а 5 лет назад его снова открыли после масштабного капитального ремонта. Это событие стало особенно значимым для всех местных ребят. Здесь занимались около 150 воспитанников и работало 6 направлений. С соседних сел, с Бислана, с Коста к нам приезжали. Дети ходили, и еще они с большим удовольствием ходили. Они здесь занимались, насколько я знаю, гармошкой, танцы осетинские были. Они выигрывали уже
маленький промежуток времени ходят, они год, может, полтора, два максимум. Они уже республиканский конкурс, вот эти все выигрывали. Общий ущерб только предстоит подсчитать, но уже сейчас можно предположить, на полную реконструкцию Дворца культуры понадобится не меньше 50 миллионов рублей. И восстанавливать здания, конечно, будут. Сейчас специалисты начали разработку проектно-сметной документации. Рассматривают возможность включить объект в один из нацпроектов уже в этом году. Руководство района уже делает все для того, чтобы в ближайшее время включить Дом культуры в нацпроект «Семья». Там сегодня в нацпроект «Семья» входит нацпроект «Культура». И мы готовим проектно-сметную документацию, чтобы включить Дом культуры и отремонтировать его, чтобы мы вновь находились у себя дома. И сейчас занятия никто не отменял. Пока Дворец культуры не работает, ребята занимаются в школе селения Фарн. Как нам рассказали в районной администрации, совсем скоро для них закупят все необходимое оборудование. Условия, конечно, не такие, как в родном ДК. Но руководство района уверяет, это временно. После масштабной реконструкции воспитанники смогут вернуться в обновленное здание. Зарина Калманова, Александр Левченко, Элита Кукоева. Новости Осетии. В Северной Осетии создали пространство, где женщины и дети, оказавшиеся в трудной ситуации, получат не только крышу над головой, но и комплексную поддержку. В центре предусмотрели все – от удобных кроватей и современной техники до юридической помощи и психологического сопровождения. Особое внимание уделили малышам. Для них оборудованы игровые зоны, а заботу возьмут на себя воспитатели, медики и другие профессионалы. Подробнее в следующем сюжете. Защита и безопасность – первое, что необходимо женщинам в трудной жизненной ситуации. Не пасть духом и найти новый дом смогут десятки. Как подчеркивают специалисты, наша цель – показать им, они не одиноки, у них всегда есть помощь и поддержка здесь, в кризисном центре. Те мамы с детьми, которые будут сюда попадать, дай бог, чтобы их было, чтобы их вообще не было. Но если они сюда попадут, я знаю, что данный коллектив окажет им безграничную заботу, и они будут знать, что они нужны. Для этого подготовили все необходимые условия. Комфортная мебель и новая техника. Кровати, микроволновки, утюги, чайники, телевизоры, фотоаппараты. А для маленьких жителей игровые комнаты. С ними будут заниматься десятки специалистов. Опытные психологи, воспитатели и медсестры. Юристы помогут восстановить документы, а социальные работники разберутся с государственными выплатами. Все прошли профессиональную подготовку и стажировку. Разместить в центре смогут 4 семьи. Новорожденного ребенка мы можем поместить ее сюда, и здесь до 1,5 лет исполнения ребенку, пока она не сможет выйти на работу и обеспечивать себя и своего ребенка, она может находиться здесь. Поэтому у нас есть и коляски, и детские кроватки. Детские кроватки, коляски, ходунки, столики для кормления и многое другое. В центре также откроют пункт проката первой необходимости. Люди смогут взять все, что им нужно, но только на время. Ими также могут пользоваться жители отделения. Здесь есть действительно все. Они смогут начать жизнь с чистого листа, без препятствий и проблем, а главное – вместе со своими детьми. Эти женщины имеют возможность не разлучаться со своими детьми. То есть здесь будут не только женщины, но это будут женщины именно с детьми, чтобы сохранить вот эти кровно-родственные связи, чтобы не рушились привязанности между матерью и ребенком. И, как вы знаете, когда ребенок вместе с матерью, она все-таки чувствует себя более лучше, безопаснее и, скажем так, лучше идет на восстановление. Это первое кризисное отделение для женщин с детьми в нашей республике. Работы предстоит много, специалисты надеются, что расширение не потребуется. Но если возникнет необходимость, помогут всем нуждающимся. Ведь только вместе мы можем подарить им новую и, самое главное, безопасную жизнь. Алена Агаева, Арсен Дудаев. Новости Осетии. Получить СНИЛС на новорожденного. Родителям уже давно не нужно самостоятельно подавать заявление, приходить в ведомство и собирать документы. Напомним, с 2020 года лицевой счет пенсионного страхования присваивается всем детям автоматически. Органы ЗАГС передают сведения в отделы соцфонда после оформления свидетельства о рождении. С начала года открыто более 2000 СНИЛС. Узнать о них подробнее можно в личном кабинете матери на госуслугах. Для этого потребуется создать учетную запись малыша в разделе «Семья и дети». Там ему присвоится номер, а также будет храниться и пополняться вся информация. Есть еще одна категория, это категория усыновители. По ним необходимо обратиться непосредственно в отделение Социального фонда России, потому что сведения
об усыновленных детях есть только у них. При этом они предоставляют свидетельство о рождении новорожденного ребенка, либо ребенка, которого они усыновляют, а также паспорт усыновителя и необходимые правоустанавливающие документы. Уже 6-й раз в прямом эфире телеканала «Осетия и Ирештон» состоялась акция «Глобальный диктант». Участниками стали школьники, чиновники, деятели культуры, а также осетины из разных регионов России и зарубежья. Текст, посвященный семейным ценностям, подготовили в Министерстве образования и науки Республики. Акция не только проверяет грамотность, но и напоминает о важности родного языка. Итоги диктанта, приуроченного ко Дню осетинского языка, опубликуют на сайте ведомства. Тему продолжит моя коллега Фатима Дзадзоева. Женарх каштар. Бинун ташты да фыцаг райгуран башта. 162 слова о самом главном в жизни семье. Текст диктанта выбрали в Министерстве образования и науки Республики. Трудности вызывали сложные слова и знаки препинания в сложно сочиненных предложениях, рассказал мастер спорта Алан Акоев. Если поразмышлять, то можно было зациклиться, но я сюда шел уверенно, потому что даже если я ошибусь, это будет прецедент для того, чтобы лучше запомнить эти новые слова, которые я мог не знать. Именно правописание некоторых слов на родном языке. Вот это вызывало некоторые такие моменты. Я где-то перечеркивал, где-то что-то, ну, чуть по маркам не так написал. Но для меня это был хороший прецедент, потому что, еще раз повторюсь, я сегодня в городе, живя в городе, многие, которые родились в Осетии, они даже могут пару слов не написать на осетинском народном языке и даже на слух не понять, о чем идет речь. Вместе с Аланом Акоевым в студии национального телевидения «Глобальный диктант» писали зампредседателя общественного движения «Аланты» Нахаш Руслан Кучиев, главный редактор журнала «Нокзау» Диана Салбиева, автор этнической музыки Натити Деева, студентка факультета осетинской филологии СОГУ Диана Федарова и победитель конкурса «Ирон Даныш» Тимур Джемиев. Школьнику текст показался несложным. Все, что было в нем, я знал. Мы все это проходили в школе. И поэтому я его считаю, что написал хорошо. Ну, обычно по диктантам у меня бывают 5, 4. Сегодня, я думаю, я надеюсь, что написал ее на 5. Ну, а там посмотрим. Это 6-й глобальный диктант в прямом эфире национального телевидения «Осетия и Ирештон». Среди участников жители Цхинвала и осетины, живущие в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Турции. Количество желающих увеличивается на несколько тысяч ежегодно. И если в 2019-м пишущих диктант было около 1500, то к прошлому году их стало в 5 раз больше. Читала текст победитель конкурса учителей осетинских языков, учитель осетинского языка и литературы школы номер 6 Беслана Валерия Амбалова. Диктант проводится в рамках празднования Дня осетинского языка и литературы. Акция поддерживает тех, кто стремится лучше узнать осетинский язык. Итоги будут на официальном сайте регионального министерства образования. Фатима Дзадзоева, Валерия Туаева, Давид Кудухов. Новости Осетии. «Эхо военных лет». Конкурс в честь 80-летия Великой Победы для юных и талантливых ребят проходит во Владикавказе. Сегодня в Доме офицеров состоялся региональный этап. Организаторы – Североосетинское отделение движения первых совместно с Центром военно-патриотического воспитания. Участники от 6 до 25 лет из разных районов республики исполнили фронтовые песни. Победителей определят в 2 номинациях – сольное выступление и хоровое. Лучшие получат ценные призы: сертификат на запись в профессиональной студии и поездку по местам боевой славы Северной Осетии. Такое творческое мероприятие – отличная возможность показать себя и попробовать свои силы, а также поближе познакомиться с историей Великой Отечественной войны. Это песни Советского Союза, это немаловажное участие в работе воспитательного процесса, это немаловажное участие в работе патриотического воспитания, потому что они имеют возможность прикоснуться, и таким образом мы стараемся популяризировать патриотическое воспитание среди нашей молодежи. Что хочется отметить, это уровень подготовки наших участников, конкурсантов.
Отточенные движения, легкость и грация на льду. Победительница и призер российских и международных соревнований фигуристка Елизавета Шанаева провела мастер-класс для юных спортсменок из Северной Осетии. В тренировке приняли участие десятки ребят. Своими впечатлениями они поделились с моей коллегой Аленой Агаевой. На удачу и яркую победу. С этими словами Елизавета Шанаева вручает подарок юной фигуристке. В этом платье когда-то на лед вышла сама спортсменка, а теперь передает эстафету Инессе. Девочка тренируется почти 10 лет и мечтает попасть в большой спорт. За чемпионкой наблюдала давно, этот день для нее без преувеличения особенный. Мне нравится Лиза Шанаева, мне нравится ее катание. И мне приятно получить от нее подарок. Девочки, а вам как сегодня мастер-класс? Нам очень понравилось. Нравится. Эти горящие глаза говорят сами за себя. Юные фигуристки ловили каждое слово и наставление Елизаветы. Усердно повторяли элементы и тяжелые для них связки. Падали, вставали, снова падали, но продолжали кататься. Несмотря ни на что, двигаться и идти вперед. Вот что девочки вынесли из мастер-класса. Чемпионка терпеливо объясняет, как правильно, и находит подход к каждому. После тренировки дети переполнены эмоциями, уверены в одном – кем они хотят стать и на кого будут равняться. Да, все вместе поделаем волчок, пистолетики, подождите. Тренировка была особенной для всех. Как признается Елизавета Шанаева, дома всегда тепло и уютно. Хотя девушка и живет в Москве, не забывает малую родину. Как только выдается возможность или получает приглашение, приезжает. Это уже не первый мастер-класс, когда понимает, что младшие смотрят, просто не может разочаровать. Захотелось, чтобы дети видели, что в них верят, и они на меня равняются, а я гордо держу голову и выступаю уже не только за себя, но еще и за республику. Быть примером и показать, что это возможно. Главная цель таких мастер-классов. Ледовая арена делает все, чтобы дети не просто тренировались, но и перенимали опыт у лучших спортсменов. У каждого ребенка, кто занимается спортом, должны быть те, на кого он сможет ориентироваться в будущем. Поэтому мастер-классы и визиты именитых спортсменов и звезд очень важны для детей, потому что они могут смотреть и поведение спортсмена, как он себя ведет в обществе, перенимать какие-то элементы. Неделю назад завершился турнир по фигурному катанию. Наши юные спортсмены блистали на пьедестале и показали неплохие результаты. Но они хотят побеждать, и главная цель – золото. Для этого стараются создать все условия. Визиты чемпионов и мастер-классы – только новая мотивация побеждать. Алена Агаева, Казбек Басаев. Новости Осетии. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.